Всем привет из солнечного Крыма. Ялта. Какое у нас сегодня? 5 мая или 6? В общем, попытка номер 2 съездить на озеро в Запрудном, юбилейное. Вчера поздно выехал, доехал только до Гурзуфа. Вот. А сегодня попытаемся поехать на озеро. Спасибо. Что-то даже вот эти сиреневые бутоны на этих кипарисах. Так, сейчас мы здесь, нам надо махнуть, нам надо налево здесь. Сейчас попробуем. Ну да. Все, поехали. Вот тут затор какой-то образовался. Через Массандру едем в Никиту сначала. Блин, ямы. Не видно ям. Ха. Что-то трещит в педалях. Не пойму что. Что-то трещит, а что не пойму. Вчера вечером цепь смазывал, смотрел, не понял. Комплекс слева, справа строят новые. Рядом с этим, скажите, я вам скажу,
рядом с комплексом Ялта Интурист. Давай, едь уже. Да ёпсель-мопсель. Что они такие все? Куда-то паркуются. Сегодня жарко. Где-то плюс 25-100% есть. Что-то я оделся так прям тепло. Трещит что-то, да, в педалях, блин. Эй, котик, быстрей. Котик, все. Спит еще. Еще котик не проснулся. Вон люди раздетые уже. Вообще на легке. А я тут в штанах, в курточке легкой. Ну, вот такой в ветровке. Не, ну ехать на велосипеде это не идти. Пешком как бы. О, ветер он. Так что да. Идти это одно, а ехать это совсем другое. Да что вы все не знаете, куда вам припарковаться? Не, в шортах еще рано выезжать. Вот это ветер, капец. Ветер капец. Надо было мне одеться чуть полегче. А то прям отдел здания выгоняют. Отдел, получается, водолазку и под водолазку кофтейку одну. Короче, 2 кофтейки и ветровку легкую. А вот как раз ветровка одна лишняя. Ой, не ветровка, а кофтейка. Но если такая погода будет держаться уже, то я думаю, через пару дней уже, наверное, можно и попробовать катнуть в шортах. В том году я шорты одел где-то в конце мая. Где-то так. Да, это был конец мая. Ну и то, я одевал, мы ездили с другом в горы. Там именно жара на подъемах нереальная. И как бы нормально было. А тут я особо езжу там на Иогров, Боткинская. Ну не знаю, пока еще. Не, если в горы поеду, то по-любому
шорты надо. А по трассе пока еще в штанах. Хотя я еду на озеро, там надо будет подниматься в горы на высоту 600 метров. Ну ладно. Попотеем. Попотеем. Отрадная сейчас. Проезжаем Отрадная. Он туда был направо спуск в Отрадное. Там спуск к берегу. Там эти гостевые дома, гостиницы небольшие. Ну, я же показывал много раз. Просто сейчас уже все такое зеленое. Ну, там все. И к берегу спускается. Там типа такая мини-набережная. Но зато тихо, никого нету вообще. Сюда в основном на машинах приезжают, потому что ну, остановка есть, но это ждать автобуса. Вот, на машинах приезжают, чтобы потише было. В Ялте, понятно, там весь такой движняк, людей куча, забито все. А тут такое местечко тихое, что Отрадное, что Никита. Ну, конечно, здесь нету там куча там кафешек, куча магазинов. Парочку кафе, парочку магазинов. Такое типа самое необходимое есть. А так сел на машину в супермаркет в Ялту, поехал, скупился на пару дней и все, и нормально. Да, жарковатенько. Надо бы снять кофтейку. Ладно, уже до озера доедем, уже там может что-то сниму. Красота, ляпота. А нам надо ехать дальше. Ох,
Сорокеточку притопили. Ну, я вам скажу, жарко. Жарко, да. Наверное, все-таки не 25. А где-то градусов, наверное, целых 28. Ветер теплый. Это что тут стал? Маршрутка стала. О, велосипедист тоже едет. Еще один велосипедист. Одни велосипедисты. Все куда-то едут. Всем куда-то надо. О. Тут, конечно, ямы. It's my life. It's my drive. Не бойся. Ха-ха-ха. Проскочим. О, Бентли. Людей тут собралось. Там внизу этот какой-то детский не парк, а эти, короче, динозавры его. Как-то дендрарий или как-то там. А вот там справа Никитский заповедник, мыс Мартьян. Там я катаюсь. Тоже можно снизу заехать туда и сверху. Сейчас вот покажу. Сейчас будет здесь заезд. Дальше там. Тут он по ступенькам вверх поднимается. Затерянный мир. Жарко так, если на подъеме. Жарковатенько, да.
Машины снизу едут вот сюда еще направо на этот заповедник мыс Мартьян. Тут что-то с правой стороны раньше было, но сейчас оно стоит заброшенное. Хотя забор, ну, как бы такой нормальный. Красота. Зеленое все. Все зеленое. Машин сегодня нормально. Сегодня же выходной. Официальный выходной. Суббота. Да, трещит, падла. Все-таки там, наверное, то, когда снимал мастер заднюю часть крышки, там где стоит аккумулятор и двигатель, что-то там он не, там задняя часть не встала в свои отверстия. И вот оно трещит. Ну да, так жарковатенько на подъемах. Надеюсь, на трассе будет чуть попрохладней. Фух. О, ветерочек. На спидометре 8880 километров пробег общий. Это где-то модель 22 года. В общем, где-то примерно за года два. Вот так вот. То есть буквально весь 22 год. Вот. И ну, 22 год и 23. Я то купил, он был не новый. Вот. Поэтому да, как-то так. Я его когда купил, на спидометре было, сейчас скажу сколько, где-то в районе 1500 километров. То есть я проехал уже сколько? 5, 6, 7 тысяч, да. Там 7 с копейками лично уже я проехал с этого, с ноября. В ноябре он не прошел, ну да, с ноября того, короче, года. Вот я прошел 7
7000 за сколько? Полгода. Где-то за 7 месяцев, да, получается? Сейчас май, ну, только начало. Ну, да, грубо говоря, 7 месяцев. Чуть больше, чем полгода. 7000. Но он у меня долго не стоит. Я как бы катаюсь частенько. То есть, если все нормально, все на ходу, я стараюсь выезжать. Там, пускай не каждый день, но через день. Ну, понятно, зимой меньше, потому что дожди там бывают же. То есть зимой выезжаю реже, а вот весной, летом вообще, ну тоже в зависимости там дела как, делишки как. Вот. Никитская Стелла. Выезжаем на трассу. Трасса Лена. Аккуратненько. Спасибо. Чувствую, сегодня будет машин много. Алушта 22. Идем.
Олег Гурзов. Пока все деления. А проехали мы почти 14 километров. Ну, в такую погоду, я думаю, да, оно должно чуть дольше уже хватать. Я думаю, да. Сейчас посмотрим. Тут как раз то спуски, то подъемы. На турбо, конечно, приятно ехать. Быстрее доезжаешь до места. — 14 километров. Пока еще держится. Приглашаем к себе в гости. Сворачивайте направо. Покушать вкусненько. О, переключилась. 14 500. И переключилась. Ну, нормально. Сегодня, в принципе, весь день можно на турбо. 14 даже. Но тут же дело в том, что то спуски, то ровно есть, то подъемы, а там дальше на озеро подниматься подъемы одни. Ну, можно там на ЕМТБ не спеша.
BMW чорна. Подъезжаем к посту ДПС. А здесь никого. Выходной день. Ха. У них тоже выходной день. Последний подъем, и мы на месте. Ну, на поворот на озеро.
Все зеленое. Горы зеленые все. Так, вот мы доехали до поворота, нам здесь налево надо бы сейчас вильнуть. Сейчас мы здесь станем, посмотрим, никого нету. Нет. Нам вот сюда вот надо. Но если на машине ехать, то ездят другими дорогами. Там чуть дальше есть дорога. И есть там с левой стороны тоже, как вот ехал я, там тоже был поворот в это Запрудное. Ну, я первый раз нашел вот эту дорогу, я все время ею езжу. Вот. Одел перчаточки уже летние, потому что сейчас будет жарко топить в гору. Топить в гору будет жарко сейчас. Ой, рано. Переключился рано еще. Нам еще ехать до подъемчика. Сейчас тут будет крутовастенький подъемчик. Ну как, не прям крутовастенький, но такой нормальный, как бы. Заехать можно. Даже не на самой большой звезде. Заехали. Запрудное.
Запрудная, 40 кило, ограничение по поселку 40. Фирменный магазин номер 6 завода Массандра. По хорошей дороге можно и притопить маленько. Только скрипят педали, собака. Так, тут сейчас будет поворот направо. О, какая-то цистерна, вроде ее не было в тот раз. В тот раз вроде никаких цистерн не было. Я здесь и зимой был, когда снег только был аж там в горах на озере не было, а там выше. На озере там примерно высота 600 метров. А если выше озера, туда там, наверное, 800-900. Четыре часа. Ну, нормально. В 4:30 будем на месте, на озере. Какой-то военный мотоцикл. Вон, море осталось. Партенит там. Потом поедем в Партенит. Собака злая. Покормите вы эту собаку уже. Дайте поесть собаке. А цепь вчера смазал вечером. Вроде сегодня даже и лучше стала работать маленькая самая звезда и передняя. А то вчера прям вообще даже по ровному щелк. Да думаю, это что такое? Сегодня хоть поработала, вроде как нормально по вот трассе ехал. Запрудная. Лук ялтинский, инжир. Интересно, сегодня выходной. Много там людей на озере или так себе чуть-чуть, или прям все поехали на озеро? Хоть бы еще найти место. Но как-то я проезжал, да, в какой-то выходной день, там прям народу было так нормально. Да просто в выходные дни торчать на набережной так себе. Полно народу, все там. Что вы там забыли на той набережной? Едьте он в лес, в горы, на природу, на Петри. Они все на набережной. Ну, на набережной, я понимаю, можно вечером там. Вот. В горы ездили, в лес, приехали домой и пошли вечером на набережную. Ну когда там вот с утра и до вечера, понятное дело, море, возле вот моря, конечно, красота. Сейчас сфотографируем. Вот мне что нравится в летних перчатках, что
нажимается легко. Телефон. Раз-раз. И все. Раз-раз и все. О! Маршрутка. Нифига себе. Ой, в этих перчатках сейчас аж так вообще хорошечно хорошо, а то прям в тех сегодня даже жарко. Не, сегодня вообще прям, хоть и солнца нету, но жарко. Православный храм Порфирия. Такой небольшой храмик. Так, ну мы сейчас будем тащить в горку. Сейчас надо будет нам расстегнуться. Будет сейчас нам жарко. Да. Сейчас будет нам жарко. Первый раз, когда поехал на озеро, ну, по карте смотрел, куда они едут, сворачивают. А потом уже, когда второй раз, третий раз, уже все знаешь, куда ехать, поворот куда. Уже прям едешь и едешь. Что там, машин некуда ставить, что они здесь стали. Ну, в принципе, место такое нормальное. Там нет, тут машин нету. А не, стоит он, вижу. Одна, две, четыре машины. Но это не факт, что все приехали на озеро. Не факт, не факт. А, вон еще машины. Коридорчики там. Ну то, может, тут же эти дома частные. Может, то люди живут. Кто-то выезжает. А вот кто-то на джипе стал. Не доехал. Маленько. Маленько не доехал.
Вот так вот мы заезжаем сюда. У нас полный привод. Полный привод. 4 колеса ведущих. Ох, какие красивые горы нас ждут впереди. Смотрите, какая красотища. Красотища, обалдеть. Вон море. Красота. Сейчас заснять надо. Так, только не этой рукой, а вот этой. Вот так надо заснять. Нет, мы сейчас все-таки положим где-то здесь, чтобы заснять нормально. Все, поехали дальше на озеро. Генератор, может, надо было отбойник взять? Какую-то роют траншею, что ли. Какая-то траншея будет или что они тут все перекопали с правой стороны. Вау, тихо. Не газовать. Секундочку. Подождите секундочку. Солнышко есть, да. С левой стороны там.
Все, поехали дальше. Спуск сейчас будет. Природа здесь, конечно, красивая. Наконец-то все зеленое. Горы. Такой цвет, он темно-зеленый. И тут перекопали что-то. Темно-зеленый и такой цвет зеленый. Вот. Что-то, ага, здесь прям копали. Что они тут хотят делать, интересно. С собакой кто-то идет. Кто-то идет с собакой. Козы. С собакой. И собака, и козы. Здравствуйте. Ой, надо было переключиться. О, бабушка вышла попасти коз и выгулять собаку. Да, жарковатенько. Здесь вообще тишина. Ветра нет. Я в тот раз был неделю назад где-то. Так мужик, короче, купался в озере. Блин, и тут перекопали все. Это. И вода была, я не знаю. Ну, то есть, если в море вода плюс 8-10, то в озере вода, не знаю, градуса 2-3. Где-то так. И искупался такой, вылез, обтерся. И нормально ему. Так что так вот. Так, мы дальше едем. Нам прямо. Летают всякие мошки уже. Да идите в баню вы. Летайте мне тут перед глазами. Я ж не могу на подъеме одной рукой. Одной рукой рулишь, второй отмахиваешься, да? Ну да, как-то так. Так, доехали до поворотика. Перед подъемом в лес. Ух, жарко, да, реально жарко. Будем пить чай. Все-таки здесь чуть повыше. И как бы не так. Так, переключимся на самую большую сейчас звезду. На 51-ю. У меня рюкзак, блин, сзади. Тяжело с рюкзаком заезжать в такие места.
Если бы чисто была поясная сумка одна, ой, то другое дело. А когда рюкзак, то, конечно, другое дело. Лес весь зеленый. Что-то тут он прорвало. Или что тут? Что-то тут прорвало. Ну да. Прорвало что-то. Так. Что-то там бежит. Какой-то этот. Ну давай. Работай, машина. Что ты не хочешь крутить в горку? А, он с трубы видно. Прорвало что-то. Ну да, сифонит. Труба сифонит. О, надо вызывать срочно кого-то. Срочно вызывать надо. Тут столько воды уйдет. О, здесь как-то посвежее. Ну что, сейчас посмотрим, что тут. Народ есть или нету. Костры полили. Жаби скворчат. Шкварчат жаби. Здрасте. Ага. Рыбу ловят сын с отцом. Ква-ква-ква-ква. Ква-ква-ква. Музыка там где-то играет. Ква-ква-ква. Три деления у нас. Ну, назад легче, назад будут одни спуски. Можно здесь расположиться, в принципе. Вот здесь вот. Там спуститься. Сейчас посмотрим дальше там. А не дальше. Там сидят люди. Сейчас посмотрим. Сейчас где-то расположимся.